И в продолжение темы выборов завершился прием документов от политических партий на выборы в Госсовет Республики. В числе последних свои списки в избирательную комиссию Коми представила «Зеленая альтернатива», молодая партия, которая впервые будет участвовать в парламентских выборах региона. Для этого ее сторонникам необходимо было собрать подписи в свою поддержку. Нам писали, нам звонили, нам писали в социальных сетях, когда можно дать подписи. Мы даже был такой момент, что мы просто своих волонтеров, которые собирали подписи, отправляли по адресам, потому что люди, очень много заявок было. Значит, у нас пришло время, заявка на перемену, значит, мы будем работать. Напомним, изначально принять участие в выборах в Госсовет Коми пожелали 14 политических партий. Из них парламентские «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». Кроме того, освобождены от сбора подписей «Коммунисты России» и «Родина». Политические силы подобрались на любой вкус и цвет. «Зеленая альтернатива», КПСС, «За справедливость», партия «Прогресса», Демократическая партия России, партия «Возрождение России», партия «Народные свободы» и партия с удивительно длинным названием «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров против насилия над животными». Последняя, к сожалению, может и к счастью, так и не предоставила в Республиканский избирком подписи в свою поддержку и наравне с Парнасом и партией «Возрождение России» в выборах участие уже не примет. Таким образом, общая картина участников процесса выглядит на данный момент таким образом: 11 партий. Однако окончательный состав участников предвыборного марафона станет известен после проверки подписных листов.